Здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. У нас новый день, ролик у меня еще до конца тот не снят, еще и не вышел. Сегодня суббота, и впереди этого будет идти ролик, и кто будет его смотреть, будет знать, что я в том ролике начала говорить о том, что у меня сегодня заказ. Мне нужно пожарить 20 кур, они у меня еще со вчерашнего вечера замаринованы. Сейчас уже 3 часа дня, по-моему, если я не ошибаюсь. Сейчас, минуточку, я без очков даже не вижу. Но я только что сделала послеобеденный намаз. Галя, что значит не можешь? Да, 4 час уже. И я начинаю, наверное, начну сейчас уже закладывать. Хотела после 5, но нет, буду потихонечку сейчас уже. Но прежде чем начать жарить кур, у меня и задолженность, можно сказать, висит один заказ. Еще нужно сделать манты, пельмени, вареники. И сегодня тоже снова поступил звонок. Нужно было сегодня отправить, но у меня уже не оказалось. У меня было 4 килограмма мант в загажнике. Их я еще утром отправила. Был тоже новый заказ. И я сейчас быстро замешу тесто. И параллельно буду жарить кур. Потому что, поставлю кур, они 40 минут все равно, даже минут 50 стоят, потому что я ставлю 2 противня. 2 противня сразу за 40 минут не жарятся. Минут 50 надо. Поэтому за это время я могу спокойно себе лепить. С утром, с обедом я справилась, уже всех покормила, сама тоже поела. Правда, не стала готовить сегодня себе по меню, потому что нужно было там немножечко заморачиваться, можно сказать, да и не было некоторых ингредиентов, потому что я просто забыла посмотреть меню и купить, что мне нужно. Поэтому просто отварила для себя куриную грудку, сделала салат и попила чаю. И можно было мне сегодня фрукт после обеда, в обеденное время, да, я съела вот такую огромную мандаринку, 200 с лишним грамм даже. Вот так вот, друзья. Сейчас я буду замешивать тесто, а потом уже буду жарить кур дальше. Еще не ставила даже, не то что дальше, но это будет в другом ролике, наверное. Сейчас замешу тесто, и мы будем с вами лепить полуфабрикаты. Так, закатала рукава, как будто бы я их буду руками месить все это. Будут у меня работать машинки. Да, я сегодня читала комментарий, что вот эти вот агрегаты мои, тестораскатка, тестомеска, это хорошее дело, облегчает труд, но почему-то, я, к сожалению, не помню ник, она написала, что это долго. Нет, почему наоборот, время-то сокращает эти аппараты, потому что пока у меня замешивается тесто, я могу, например, уже нашинковать лук, да, или нарезать, или почистить лук. А пока я раскатывала вручную скалкой тесто, это было очень долго. Аппарат мой буквально быстро его раскатывает. Во-первых, тестораскатка. Во-первых, если даже тесто немножко не домешано этим тестомесом или, не домешано, жидковатое, если, то его можно прямо вот этим я все время их путаю, тестораскаткой как бы перемесить, потому что несколько раз прокручивать, добавлять, обваливать муки это тесто, и потом снова еще раз прокручивать, и вот так вот я делаю, особенно вот когда у меня вот последний мешок этот попался такой, что клейковина плохая, видимо, мне объяснили, что я, правда, не знала об этом, там белок, наверное, низкий, что тесто потом через какое-то время расплывается, и мне приходится несколько раз прокручивать через аппарат, через тестораскатку. Вот так вот, друзья. Ладно, сейчас начнем. Сейчас я сюда засыплю муку, все это вам покажу. Просто переверну камеру, чтобы было легче. Смазываю свой тестомес растительным маслом, чтобы тесто не прилипало. Ни тестомес, ни тестораскатку, друзья, мыть нельзя. Я ее так влажной тряпкой протираю, потом сухой. И вот так вот. Все, теперь все смазано. Так, сейчас. Боюсь за свой микрофон. Так, взвесила муку. Значит, у меня, друзья, мука 2 килограмма. Так, все-таки
Немножко сложновато. Так, надо будет мне купить... Сейчас, минутку. Так. Ой, я не подключила тестомес. Сейчас, минуточку. Так, ну все. Тестомес я подключила. Друзья, у нас сегодня такая теплынь. Вроде бы так по градуснику, ну, по интернету говорят, что только 5 градусов, но мне кажется, намного теплее, потому что такое насыщенное, теплое солнышко. Так, включаем наш тестомес. И сначала нужно засыпать... Ой, видите, я... Не с того места руки у меня приделаны, да? Ну, где-то 1,5 килограмма муки нужно сначала засыпать. Это пока я оставлю. Столовая ложка соли. Литр воды, но я добавляю только 900, даже чуть-чуть поменьше, потому что, как я сказала, у меня мука не очень-то хорошая. Пока все не буду заливать. И 5 столовых ложек растительного масла. 1, 2, 3, 4, 5. И, друзья, это то же самое тесто можно и вручную. Я всегда это тесто делала вот так вот вручную. Видите, как рассыпала муку, Маш, растеряша, да, неряха. Так, теперь я дальше буду продолжать засыпать муку. Куплю себе вот этот вот совочек, или как он называется, да? Нет у меня его. Был когда-то пластмассовый такой, но он у меня сломался. Так. И остальную водичку долью. Закрываю. И, ну, минуты 3 в закрытом виде нужно замешивать тесто, а потом уже открыть. Так что вот так вот. Ну и вот, друзья, видите, тесто уже почти готово. Теперь вот так вот буквально 3-4 минуты оно перемесится, как видите. И все, в принципе, можно даже уже не мешать, положить в пакет. Оно уже само по себе там дойдет. Ну, я немножко дам ему перемешаться хорошенечко, чтобы она его хорошо перемесила, тестомашина. Тем временем я сейчас включу газовые плиты, чтобы поставить курочек. Я буду и на улице печь, в этой поменьше, которая у меня газ-плита, и в доме, в которой быстрее закончу. Ну вот, друзья, тесто наше готово. Все. Так. Меня просили вынимать с электричества. Ну вот так вот я буду выключать стабилизатор, чтобы тестомес у меня прикреплен к стабилизатору. Так, и теперь будем вынимать наше тесто. Видите? Оно прекрасное. Ну, оно сейчас полежит, и будет оно мягкое, податливое. Но ему надо, конечно, отдохнуть. Я вот даже не буду его ничего сейчас с ним делать, не перемешивать, ничего. Просто кладу в пакет и дам ему полежать минут 15-20. За это время я как раз в 3 жаровни положу моих курочек. Все это поставлю. Тем временем мне еще надо подготовить лук. Я его почистила еще вчера, но у меня вчера не получилось лепить их. Но теперь у меня есть овощерезка. Мы сразу с вами овощерезку мою опробуем, посмотрим. Так что у меня практически все механизировано уже, друзья. Вы мне говорите, чтобы я больше отдыхала, чтобы я не работала. Да, конечно, можно было бы и отдыхать, но, вы знаете, еще много вопросов идут, почему вы работаете, у вас сыновья работают, вы тоже работаете. Почему вообще люди работают, действительно, чтобы зарабатывать, чтобы, ну, сыновья работают,
конечно. Они же тоже не зарабатывают миллионами. У них свой заработок. У нас много чего нам нужно еще делать. Это все и по моему двору видно, и то, что им жениться нужно. Много чего, друзья. И поэтому, конечно, честно вам скажу, мои мальчики против, чтобы я вот так вот работала. Тем более, чтобы я вот много работала. Но это у меня в крови. Вот кто меня близко знает, прекрасно знает, что я люблю работать. Что вот. И когда идут заказы, они же не всегда идут. Я долго сидела, у меня не было заказов, друзья. Поэтому сейчас есть какие-то заказы, и не хочется их отпускать, хочется заработать какую-то денежку. Сейчас действительно, друзья, время же такое, что нелегкое время, деньги нужны. Так, друзья, мои подписчицы, конечно, меня, можно сказать, и радуют, и балуют, и все вместе. Хочу вам показать еще один подарочек от подписчицы. Позавчера я отправила своей подписчице заказ. Она заказывала у меня манты и вареники с творогом. И вот что она мне прислала после того, как она получила заказ. Вот такой вот шикарный заварочный чайник. Представляете? Какая красота. Так, я надеюсь, его видно. У меня как раз есть подставка со свечечкой. Ее можно будет туда поставить. Сейчас я уже поставила 3 противня кур. И хочу, прежде чем начать лепить что-то, резать лук или еще что-то, выпить чаю. Очень хочется выпить чаю. После обеда, я не знаю, вроде бы и не соленое я ела, но что-то пересохло в горле. Сейчас быстренько помою чайник и заварю свой чай, который я вчера купила. И буду пить чай. Вот такая вот красота, друзья. Большое тебе спасибо. Так, ну вот теперь будем заваривать чай. Закипел у меня чайник. Пока кипел чайник, я прокрутила жир через блендер. И вы знаете, мы в группе, где вот я часто говорила, что у нас есть группа в WhatsApp женщин, которые вот мы готовим. Женщины Ингушетии готовим на заказ. Ну, не всех женщин, конечно, но у нас человек 10-15 примерно. И там девочки сказали, что жир прокручивают не через мясорубку, а через блендер, и он получается вот такую вот мелкую крошку. И намного лучше бывает, ну, ведет себя в мантах и в пельменях. И вот я сегодня тоже, видите, век живи, век учись. Хорошо, говорит, соединяется с мясом, и практически он не чувствуется, что там жир. Но без жира, конечно, сами знаете, манты это не манты. Вот. Ну, чуть позже я вам скажу, что и как я добавляю. А теперь я просто заварю себе чайку и попью чаю. Так, чай я завариваю дикая вишня. Очень вкусный чай, мне очень понравился. Сейчас вот так вот. Ну, пока без свечки, без ничего. Ой, аромат там прям сразу пошел. Хоть я раньше, действительно, я вам уже и в том ролике, наверное, сказала, что не люблю чай, не любила раньше чай с ароматом, а сейчас прям вот нравится и нравится. Вот так вот. Пускай теперь немножко постоит, заварится. Свечки у меня нет, а подставка есть. Ну, ничего, сойдет и так пока. Ну что, друзья, заказ я выполнила, за собой убрала, как видите. Посуду перемыла, тряпки замочила, потому что все-таки, когда делается заказ, много чего пачкается. Теперь у меня не получилось, пока делала заказ, делать варенье, делать манты, но теперь спокойно их сделаю, потому что то кто-то придет, то вынимать, то обратно закладывать. Короче говоря, из этого бы нормально ничего не получилось, и вот я теперь буду. Сейчас вот уберу противни, попью чайку, снова поставила чай. Конечно, я немножко нарушаю, но нарушаю просто чисто чаем. И сейчас покажу, наверное, где-то у меня. Вот принесла себе вот такие вот, ну, были их 3, одну я уже съела, пока шла. Это высушенный банан у меня в дегидраторе, друзья. Буду пить чай вот именно с этим бананом. Тоже, конечно, не по меню, не
не положено было, потому что уже время поздное, уже 11 час вечера, вернее ночи. Но мне еще час надо работать, поэтому все-таки попью чайку с бананами. Друзья, я сегодня не ужинала. Пообедала, но не ужинала. У меня не получилось себе приготовить ужин. Я ничего не стала есть, поэтому выпью сейчас чайку. Ну вот, мои дорогие, продолжим нашу работу сегодня, наше общение. Я понемножку и отвечаю на комментарии, но хочу попросить прощения за то, что я не на все комментарии отвечаю. Друзья, все комментарии я читаю, но, к сожалению, очень мало бывает времени ответить. Так, будем пробовать нашу овощерезку. Лук я вот так вот нарезала, чтобы делать кубики. Конечно, это очень хорошая штука. Так, я даже боюсь. Это очень хорошая штука, конечно. Вот так вот, видите? Тут такой шикарный кубик бывает, один в один. Это просто прелесть. Руками все равно не нарежешь так красиво. Так. Эта овощерезка действительно, как Валя моя говорила из Германии, которая намного лучше, потому что у моей той овощерезки, наоборот, вот это вот место, куда собирается лук, была наверху. Я надеюсь, что эта овощерезка мне прослужит долго. В этом году лук такой ядреный. Обжигает прям. Так. Аишка с Ибрагимом тут сидели у меня, пока я тут убиралась, пока мыла полы. Но они шумели, я их все-таки прогнала туда, в дом. Аишка ни в какую не хочет идти домой. Понравилось у бабушки. Ой. Глаза закрыла, не вижу уже ничего. Ну вот так, не буду вас томить. Ну вот, буквально за 2 минуты я справилась с луком. А в мантах вот самое противное, ну как противное, или нелюбимое мое занятие, то, что вот нарезать кубиком мелко лук. Я даже на работу с собой брала вот эту вот овощерезку, чтобы мне было быстрее нарезать лук. И был он такой вот красивый, вот как сейчас. Конечно, было жалко его таскать на работу, но я все равно его носила с собой на работу. Вот так вот. Ой, мамочки, какой он жгучий. Так. Такая красота. Пока на мойку. Так, сюда. Ой, если пока не успокоюсь, глаза не видно ничего. Жгет. Так, друзья, я посолила. Сейчас немножко, 30 грамм соли. И немножко вот так вот пожмякаю лучок, чтобы он был мягче, пустил сок. Так, заказчики, которые заказывали кур,
Позвонили и говорят, вы бы нам не сделали еще, короче, у них там с духовками проблема, не сделали вы перцы фаршированные и мясо по-французски. Перцы, говорят, мы уже сделали, в принципе, нафаршировали, просто запечь нужно. А у меня заказ, я уже обещала женщине, моей подписчице, что сделаю на завтра 4 килограмма манты. Я говорю, я вот так вот не могу, но если вы все приготовленное пришлете, я говорю, я просто, ну, это заказчики мои знакомые. Я говорю, я вам сделаю бесплатно, мне не нужны деньги, или даже приходите сами делайте. Но, видимо, они куда-то в другое место пошли. А отказать в мантах я уже не могла, потому что меня женщина очень просила. Ну вот не умею я ложкой. Мне надо это прощупать все руками. Все. Так, значит, друзья, здесь у меня фарш для мант. Килограмм фарша. Фарш у меня обычно бывает нежирный, постное мясо. Добавляю я туда 250-300 грамм говяжьего жира и 1 килограмм лука. 30 грамм соли, примерно 30-30 грамм соли. 30-33 грамма соли обычно добавляю я в манты. Ну, как видите, на вкус, на любителя. Красный перец, черный перец. Кто-то любит добавлять хмели-сунели, кто-то любит добавлять чесночный перец. Но вот это вот классическое на всех. Кто его знает, кто-то любит, кто-то не любит. И я же не могу, если меня не предупредят и не скажут, там, сколько соли нужно. Ой, соли, говорю, сколько, какие приправы нужны. Так, что мне сегодня писали? Что я хотела ответить? Сейчас добавим водички сюда еще. Ну, 150 миллилитров здесь воды. Тоже спрашивали, сколько миллилитров вода. Теперь все тщательно перемешаем. Ну и сейчас это все показываю не первый раз. Но все равно бывает очень много вопросов. Сегодня про тесто кто-то тоже спрашивал, что то же самое плывет, значит плохая мука, что делать? Действительно наливать меньше воды, да. Вот уже последнее время я что-то вообще боюсь литр воды наливать. Наливаю 900 грамм, даже чуть-чуть поменьше. Вот сегодня я налила чуть-чуть поменьше 900 грамм, было слишком мало. Я все-таки долила до 900 грамм, и вроде бы нормально. Я еще его не перемешивала, но оно нормальное. Вот видите, а жир получается какими-то вот красивыми крупинками, не прям вот целыми, да, а то иногда бывает... В мант это еще ладно, вот когда в пельмени, вот, когда я прокручена через мясорубку, прям вот эта вот большая, иногда побольше получается в одной пельмешке, в другой поменьше. А тут вот видите, эти крупинки будут равномерно. Тоже век живи, век учись. Вот чего-то как-то у кого перенимаем друг у друга. Чему-то учимся. Всю жизнь чему-то учишься, да? И, друзья, у меня завтра, можно сказать, очень насыщенный день. Нам нужно побывать аж на 4 свадьбах. Представляете? Выходят замуж, женятся племянники моего мужа. Племянницы, племянники. Так что мы завтра будем в разъездах, на свадьбах. Вот такие вот дела. Так, ваш готов. Теперь немножко перемешу тесто, потому что оно у меня лежит, как только я его положила в пакет и больше не переминала его. Перемнем. Тесто лежало в холодильнике, поэтому оно очень такое крутое пока. Сейчас оно полежит, потеплеет, не будет таким крутым.
Ну и вот, мои друзья, и тесто готово, и фарш готов. Теперь будем пропускать через тестомес тесто. Вот так вот я его, ну, как бы делаю потоньше его. Без скалки. Я не работаю вообще со скалкой. И пропускаем. Вот пока тесто было толстое, я пропускаю на самый последний, можно сказать, такой объеме. Вот немножко получилось вот такая вот такие вот дырочки. Да, я его еще раз пропущу. И теперь уже все нормально. Видите, все. Теперь единственный минус в этом тестомесе то, что вот, ну, нет нормальных цифр здесь, нет где что. Поэтому я себе просто сделала для мант отметки, а для пельменей чуть-чуть выше, и уже я примерно знаю. Вот видите? Надо еще чуть-чуть потоньше для мант. Так, по-моему, кто-то спрашивал диаметр этого ведерочка. Сейчас я посмотрю на интерес. Я как-то мерила, кому-то отвечала, но я уже не запомнила. Сейчас, минуточку. Так, посмотрим. Так, отсвечивает, не вижу. 12,5 сантиметров, друзья, диаметра этого ведерочка, который я вот вырезаю. Не могу найти, но мне сказали, что есть у нас кондитерских тоже вырубка, или как это называется, да, что специальная. Надо будет как-то добраться до нее. Так, ну вот такой широкий пласт я обычно не делаю. Потому что вот обрезков бывает много, я делаю чуть-чуть поуже, чтобы прям вот по диаметру ведерочка. Ну ничего, это можно будет повесить. И вот так вот. Так, ну вот. Разложила я мясо. И вы знаете, мне бы хотелось даже, хотя не все любят обсуждать комментарии, да, но о чем-то поговорить. Я все-таки хочу с вами, ну, поговорить на эту тему. Меня удивляло то, что, как бы вам сказать, удивляет и удивляло. Ну, хорошо, когда вот блогеры обсуждают, что вот они не работают. Ну, мы же смотрим все-таки друг друга, смотрим, во-первых, в ленте появляются обзорные каналы какие-то, вот на какие-то каналы делают обзоры или еще что-то. И подписчики, когда вот именно в этих каналах, вот иногда, ну я не буду говорить, про какие каналы вообще, что вот блогеры не работают, зарабатывают в Ютубе, ну и в этом плане. Бывают недовольны тем, что блогеры не работают.
Я не про себя сейчас имею в виду, я вообще вот на данный момент, что вот я много видела, много слышала, читала и слышала в разных этих роликах, что вот недовольны тем, что вот, пускай идут на работу, они не работают, зарабатывают, тем более, когда вот раньше была монетизация, денег было побольше, тем более тогда. А я насчет того, что там, ну, мне написали, зачем вам работать? Там, я просто удалила этот комментарий, честно скажу, потом уже удалила. Как это там было? Ну, короче, то, что вот я работаю, возмущаются, да? Ну, где логика этих подписчиков, я просто не понимаю. Работают блогеры, им не нравится. Не работают, тоже не нравится. Что должна быть какая-то логика в этом. В чем-то. Вот почему людям не нравится, что мы, например, ну, пусть будет лично я работаю, да? Почему я работаю? Ну, меня никто насильно не заставляет работать, но я хочу работать, я хочу зарабатывать. И пока могу, я хочу зарабатывать, потому что пускай сыновья работают, но это их деньги. Так, оказывается, я не снимала. Блогер тут еще. Так, ну вот так вот начала я лепить тесто. Мне очень нравится. Вот оно уже согревается потихонечку, не плывет, оно не очень жесткое. Вот с таким тестом очень удобно работать. Когда оно все-таки немножко жидкое, ну как не жидкое, но более не такое упругое, сложновато бывает. И форму не держит манты. Поэтому вот такое оно. Вот видите, вот когда вот такого вот диаметра уходит полоса, это тут уже почти вот прямо получаются, лишних обрезков мало. Вот обычно я делаю вот так вот. Слишком широкая мне тоже она не нужна. Так вот. Я всегда бывала благодарна людям, которые придумали стиральную машину-автомат. В действительности это такое облегчение для женщин, друзья. Особенно у кого огромные семьи, как у меня, например, да, и у нас же есть еще побольше, чем у меня семьи. Так это, конечно, такое облегчение. Раньше насколько все это было трудно, сколько времени уходило. Хотя чем легче жить, тем нам больше лени у нас, у женщин, получается, да, вот. Иногда бывает лень в эту машинку заложить белье, а потом лень вынуть и развесить. А раньше и воду греть, и воду наливать, и воду выливать, и несколько раз менять. Вообще было кошмар. Сколько уходило времени на все это, тем более, представьте, у меня же, мы, ну, в основном все знают, а так вообще-то занимались на стройках, мальчики в основном, да, и на полях, так это же, представьте, каждый день, иногда даже по 2 раза переодевались. Это сколько надо стирки, и каждый день же нет времени стирать. Ну вот, мои друзья, я работу свою на сегодня закончила. Вот так вот.
У меня тут холодильник, вернее, ну, морозильник в этом холодильнике заполнен. Не захотелось мне вынимать оттуда все. Пойду туда, занесу в дом. Вот так вот. Ну, тут, наверное, где-то 4 килограмма и 200 грамм примерно получилось. Ну, вот как-то так. Всех благ вам, друзья. Мира и благоденствия. Мяш Дахоч.